Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Саргалана Захарова. Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии со счетом 4-1 в последнем матче заключительного этапа Евротура, который проходит в чешском городе Брно. В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов, Евгений Кузнецов, на его счету дубль, и Дмитрий Орлов. У чехов отличился Михаил Жепик. В турнирной таблице чешского этапа Евротура победу одержала команда Швеции. Второе место заняли финны, третье – россияне, четвертое – чехи. Этот матч стал для команд последним перед чемпионатом мира, который стартует 10 мая в Словакии. Сент-Луис в гостях одержал победу над Далласом со счетом 4-1 в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. В составе победителей с заброшенными шайбами отметились Алекс Пьетранджело, Давид Перрон, Джейден Шварц и Сэмми Блейз. У проигравших взятие ворот провел Тайлер Сегин. Российский нападающий Сент-Луиса Иван Барбашов отметился результативной передачей. Счет серии до 4 побед стал равным 3-3. Заключительный матч серии пройдет в ночь на 8 мая в Сент-Луисе. ЦСКА и московская «Динамо» сыграли в ничью со счетом 2-2 в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Матч прошел в Москве на веб-арене. У хозяев мячи забили Якобеев и Такума Нисимура. У «Динамо» голами отметились Мигель Кардозу и Кирилл Панченко. В турнирной таблице армейский клуб занимает 4-е место, набрав 45 очков. «Динамо» идет 12-м. В активе команды 30 очков. В следующем туре ЦСКА 12 мая в гостях сыграет с лидером лиги «Зенитом», а подопечные Дмитрия Хохлова 10 мая примут на своем поле Ростов. Казанский «Уникс» на домашнем паркете обыграл эстонский «Калев» со счетом 108-84 во втором матче серии 1/4 финала плей-офф единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал сенегальский тяжелый форвард «Уникса» Морис Эндур, набравший 23 очка. У «Калева» самым результативным стал американский форвард Арнет Поултри, в активе которого 16 очков. Счет серии до 3 побед стал 2-0 в пользу «Уникса». В первом матче серии казанский клуб обыграл «Калев» со счетом 92-82. Следующий матч пройдет 8 мая на домашней площадке эстонской команды. В Мирном завершился районный матч по хоккею среди ветеранов. В этом году соревнования посвятили 74-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне. На льду встретились команды Удачного, Мирного и Айхала. Возраст игроков от 39 и старше. Самому старшему игроку 75 лет. Игра проходила в 3 периода по 15 минут. Не обошлось и без запрещенных зрелищных схваток. В первый день со счетом 4-2 Мирный уступил Айхалу. В последующие дни Удачный одержал уверенную победу над Мирным со счетом 5-0 и 2-0 в пользу Удачного в схватке с Айхалом. Победители команд поселка Удачного будут представлять район на выездных соревнованиях. Несмотря на популярность хоккейного спорта в Мирнинском районе, первенство ветеранов проводится с целью привлечения старшего поколения к здоровому образу жизни и спорту. Наша команда, она состоит из, у нас разбег по возрасту очень разный, да. Вот, но что по профессиям у нас, начиная от водителей и заканчивая инженер-технический состав присутствует в нашей команде, играют. То есть люди разного уровня профессий, разных классов собираются. Довольно-таки все дружно, честно у нас. Что касается тех моментов, которые проходят на арене, эти стычки между собой, это хоккей, он всегда был и будет таким, и здесь ничего страшного нету, приемлемо, неприемлемо, это хоккей на самом деле, да, это мужской вид спорта. Естественно, после игры мы все жмем друг другу руки, обнимаемся, встречаемся, сидим, пьем чай. А в Якутске 85 борцов приняли участие в финальных схватках первого открытого республиканского турнира по вольной борьбе среди молодежи. Посылом для организации турнира стали поддержка спорта и здорового образа жизни среди молодежи и дальнейшего развития вольной борьбы. Турнир прошел по всем правилам объединенного мира борьбы в 10 весовых категориях. Лучшим борцом турнира признан Михаил Васильев. Спецприз за волю к победе достался Егору Потапову. Отмечу, что для участия на республиканском турнире допускались борцы, имеющие разряд не ниже первого из 1995 по 2001 года рождения. Это были новости спорта. Всего доброго.